Девочки, сейчас у нас время обеденной молитвы. Мы сделали вареники, положили их в морозильник, чтобы они к вечеру замораживались. А сейчас у нас молитва, обеденная молитва. Я уже взяла омывание и одела вот такое платье, намазник специально с длинными рукавами. Вот платье такое. И сейчас буду совершать обеденную молитву. Шумар ханчдал обул дойл визиндел. Ашдешта лама шейдал обул дойл визиндела. Я буду сейчас молиться. В таком видео у нас закрывают. Просто многие спрашивают, а как молятся, вот какая должна быть одежда. Вот молитвенное платье с длинным рукавом, чтобы волос ничего не видно было. И вот как же. Этот ковер я тоже купила в Хасавюрте для нас на работу сюда. Вот на таком коверчике. У меня такой фиолетовый дома, а сюда я такой зеленый купила. Вот сейчас, иншаллах, я совершу молитву. Всем всего самого наилучшего. Ждите рецепт вкусных вареников с крапивой. Кстати, они очень полезные. И для крови особенно. Кровь очищается с крапивой, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Обязательно посмотрите конец, какой будет конец, скажем так. Ну все, продолжение следует. Девочки, всем доброго времени суток. Сегодня на работе, только пришла на смену. Делаю обход палатам, смотрю. Всем доброго дня, хорошего дня, чтобы все было хорошо у вас. Тем, кто держит уразу, чтобы все хорошо было, чтобы хорошо она держалась. Погода хорошая и держать хорошо. Тем, кто знает, кто держит уразу, если нет жары, то хотя бы воды не так сильно хочется пить. Девочки, я себе вот из серии платьев, которые я привезла новые на продажу, где-то через дней 5 будет обзор. Вот такие вот штапельные платья. Это бирюзовый цвет, который на мне. Вот такие платья. Расцветки совершенно разные. Вот здесь с камушками. Они очень красивые платья. Обязательно сделаю обзор. Так, ну у нас сейчас уроза месяц. Многие повыписывались. Почему? Потому что старикам дома легко держать. Потому что ночью нужно вставать. Ночью нужно кушать. А здесь кто будет все это делать? Здесь нужно, чтобы уразу целый день держать, перед этим нужно ночью вставать и хорошенько покушать. А здесь, ну, вы сами знаете, условия. Больница есть больница. Поэтому многие, у нас всегда уроза месяц, мы знаем, что многие, ну, выписываются и не ложатся в этот месяц. Смотрите, как деревья расцвели красиво. Сейчас покажу вам еще дальше. А я просто обход делаю по палатам. Ну, здесь чистота. Давно я вам не показывала больницу. Зелень вокруг. Многие, говорят, я захожу утром, говорю, что такая тишина? Она, говорит, повыписывались, сменщица моя, говорит. Многие повыписывались. Дело в том, что у меня пару смен же не было, то с мамой, когда в больницу я ложилась, и это, у меня пару смен не было. Я говорю, что такая тишина? А она говорит, повыписывались. Ну, вспомнила я, что уроза, да. Все чистенько. Здесь только лежат больные в этой палате. Ну, здесь тоже кто-то есть. Эти мужские палаты, я не буду заходить сюда. Это женская, у нас тоже, по-моему. Да, это тоже пустая. Ну, я же говорю, повыписывались. Повыписывались. У нас на уроза всегда такое бывает. Кроме как экстренные больные бывают. А так... Вон какая красота. Год назад я снимала, когда пандемия была. Кто со мной с самого начала, те помнят. Вот такая тишина была на улице.
Ну, сейчас все врачи 5-минутку пошли. Вот мы пересменку сделали. Я еще, думаю, немного поснимаю. Вот такая вот красота. Вот так дом стоит, вот так вот мы живем все в горах. Вокруг нас горы полностью введено в горах. Вот представьте себе, какой свежий воздух. И что еще надо? И зачем нам нужна какая-то Америка, Швейцария и так далее? Совершенно не нужно. Совершенно курортное место. Лучше введено я ничего не встречала в своей жизни. И не хочу даже смотреть, потому что те, кто были, рассказывали. Думала, света нет, что ли? Чайник не работает. В смысле не включен, ураза у всех. Никто не кушает, не пьет, все. Днем мы не кушаем. Так, я тут принесла мясо, кусок. Замариную его. Вот специи принесла. Ну, лук, картошка розовая, вот это, что я купила, новую картошку сейчас на рынке. Картошка, лук, морковка, вот, чай заварной, и кисель принесла. Это тряпочку, салфетку такую, пускай будет здесь. Здесь ее место. А, еще вот эту вещь я принесла. Я же себе новую купила. Такую желтую под цвет. А это я сюда принесла в больницу. Еще бачок принесла для вещей. Вот это, как она называется? Кошелка или как вот. Ну, вот эти, которые вещи грязные кидаем, около стиральной стоит же. Корзина, какая кошелка, корзина. Корзину тоже принесла. Я себе другую купила, тоже принесла. У нас ложки здесь лежали до сих пор. Сейчас я помою это, сполосну и сюда. Здесь будут ложки. Так, это у нас дневной стационар. Это первый этаж, дневной стационар у нас, девочки. Я вам еще не показывала. Это вот до ремонта, после, вот девочки все работают, чистота. Вначале видите, как было? Вот наш главврач. Вот такие вот у нас порядки. Айла Линда. Так, это их процедурная. Да. А где еще Ларри? Так, это их сестринская. Давайте заглянем. Что тут у них? Ну, нормально. Стол. Клеенка красивая, молодцы. Чисто. Все отлично. Шкаф, зеркало. Ну, все как надо. Тут тоже порядок, молодцы. Вот посадили цветок, вот. Эштхолон. Лук. Вот так бывает, когда женщины хорошие. 5 секунд порешали все вопросы, пересадили цветок. А? Хамада царем. Происходит. Работа кипит, да? Аза, теперь ты их так порежешь, потом без творога, да, с маслом? Чуть-чуть тихо, ты стаканин. Так,
Где ты любишь? С топленым маслом, да? Да, с топленым маслом. Без больше ничего. Только топленое масло. У нас же ураза, пост, вечером кушать надо, открывать уразу. Сегодня будут вареники С крапивой варенье. с крапивой, да. Так вот смотрится. Эта крапива, она же очень полезна, да, Ганна, для кровоснабжения, Она кровосторавливающее действие. Если так в сырой много есть, она все кровь. А вот галушки хорошо. У нее кровоостанавливающее А я и действие. так кушала, Ганна, ее сырой. Так, Это я ее прям, когда вот так свекровь делала, я прям ее сырую кушала. Ой, такая она вкусная, с солью вообще. Это крапива. Так, я себе там в дневном стационаре росточек сорвала, посажу цветочек. Пускай он тут корни пустит, у меня там дома есть горшки. Он когда разрастется, очень красивый. Посажу себе. Да, красиво? Вот. Недавно я вам показывала, все замело, снегопад. Теперь видите, как изменилась погода. Сады цветут. Так, сейчас покажем вам, как это все происходит. Доска, да, Ардос. Просто сегодня у меня много было барахла. Творог нету туда? не особо. Я вообще кладу, да, и творог. А ладно, ладно. Ты кладешь, да? Я вообще не делаю. Куда кладешь? Куда кладешь? Доска, да, Ардос, да. Нам Я не- себе Ты новую. записываешь? Азан делдам, дикзу делал. 5 секунд арая нарвала крапивы. Вот с минуты уже все у тебя готово. Ну, у тебя тесто готовое, да, было дома? Дома. Она приготовила тесто у себя дома. Я просто себе комплект досок оставила новый, а старая, она мне неплохая, я принесу просто. Много у меня сегодня чего было. Ох, чё. И мантоварку тоже старую принесу. Будем манты готовить тут. Это не больница. Свет какой. Не, ну вечером нам же надо что-то кушать. Да, конечно, надо. Мы же тоже живые люди, хоть и больница. Почти как столовая, да? Сейчас сюда будешь это класть, крапиву, да, и чуть-чуть масла, да, вовнутрь прям, да? Тогда они будут сочные. Внутрь масло еще. Да, вот говорят же, век живи, век учись. Даже вот один блогер недавно делал обзор у себя на канале, и он говорит, что вот кто, может, смотрит, кто не смотрит, секрет сочных котлет. Оказывается, я не знала, но я недавно узнала, мама, когда делали мы котлеты на день рождения, мама в фарш положила маргарин холодный. А вот это, Базы просто плата. видишь, крапиву нарвали 5 секунд, цветы посадили, крапиву нарвали. Это, видишь. Ахова, а ты что, кал не ложишь туда? Я говорю, а я ложу. Ты ложишь, да? Я вообще ничего не ложу. Зарина, ты хочешь мне работу отнять? Зарина, зачем осудиться? Попробуй, галыш помять. А я думала, они пустые хочет дать. Что я с ними делать буду? Вот так, это топленое масло. Тут его тоже добавим. Так, это топленое масло, да? Потому что будут люди, которые впервые это видят, но они потом все спрашивают, а что это, а что то, поэтому я всегда стараюсь объяснить. Чисто топленое масло.
Нич, да? У нас тут есть свой повар личный. Масло чуть-чуть топленого. А тесто как, ну, на варениках, как обычно, да? А яйцо, вода, соль, да? Ну, мука. Блин, Когда так, если мы ехали. Надо их варить как вареники. Просто Кидаешь в кипящую воду, да? И все. Да. Так, грамм халадат. А вот это дум-тум, это все мне сложно кажется. Еще лучше у нас, мне лучше вот так, вкуснее. А саму что? Не слушайте, бисеров просто подручные мацани, что они очень вкусные были. А еще как полезно. А вот если бы их в мантоварке сварить, на пароварке, да? Икрят. Здесь сочинение бывает. Вообще, Ехал в мантоварке. И так я пробовала. представь. Мы сейчас на подкорном питании. Летом рыба, зимой зайцы. Природа нас кормит. Хаз, можешь купить еще так продать? Да, ну, А, есть? Для этого, есть для истории. Так, погоди, это сейчас подвигнем, чтобы их надо заинтересовать. Все. Машалла, как здорово. Да, вообще красота. Как красиво, а? Да, сегодня 28 апреля. В том году как раз на пандемии мы когда были, по-моему, вот эти дни как раз и были. Горы просто бархатные, Машалла. Нам никакой курорт не нужен совершенно. Мы и так на курорте живем. Так, девочки, мы вышли пересадить цветочки. Нужно отсюда сейчас и достать этот цветок и этот, а вот этот посадить сюда в большой. Что-то они у нас, знаете, испортились, когда, сейчас скажу, как-то это, когда пандемия была, мы кварцевание делали много, несколько раз в день кручали, и там некоторые цветы у нас погибли, к сожалению. Но ничего страшного. Такая погода. А наша старшая медсестра рвет нич. Нич это крапива. Крапива. Да, мы ж будем делать. Тхоус, да? Да, вечером. Марку даст, что он урывает. Если картошка, жижа, кумди, она что-нибудь такое. Чай урывает. Вот что он говорит. Все вкус подряд. Газан, поздоровайся, пожалуйста, с моими зрителями. Dedi kılmaz seri. Marşa doğru. Bu da işte şu muğda şu. Тхоус я вам говорил, что. Markmış kablo ışık.
Somelyevşana Salamarshall, du? Толсу я говорил еще. Olsun, не шиберкин галны шхырю, лежи галны шхырду. Ого. Говорю, девочки. Ишь, хаздеду. Сейчас пересадим цветы. Я сегодня как на модном приговоре. Не успеваю переодеваться. Пришла то одну форму делать, то другую. Но сейчас рабочее дело. Нужно нам пересадить цветочки. Вот такие вот дела, девочки. Он гадец. Что он цаба? Киска, вискас будешь? Махаздуй, да? Разноцветный дом. Хазан говорит, что сегодня нич будет. С крапивой у нас будут вареники сегодня. Туда положим колд.